Витаю всех. Дико извиняюсь за опоздание. Время 18 часов 5 минут по Берлину, 28 шестого года, 20 часов 5 минут по городу Джохаро. Друзья, я вас всех приветствую. Уже 6 минут. Так. Стрим у нас идет, как обычно, на платформе YouTube, на канале Reality и на канале TikTok Аслан Арцуев. Напоминаю вам всем, друзья, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, не ставьте лайков, не распространяйте ссылку на наш стрим. Это для вас небезопасно, так как Россия считает, что я нехороший человек. Так, что еще? Стрим наш сегодняшний я назвал, сегодняшний свой стрим я назвал. Меры Германии сработали, вопросительный знак. ФСБ, ГРУ буксуют против реальной контрразведки. Об этом и многом другом давайте поговорим. Ислам, Аиса, Шавига, Машу, Ижери. Я вас всех, друзья, приветствую. Но вначале я вас немножко ознакомлю с событиями, которые проистекают в мире, если мне позволят интернет. Так, Шамилю алейксалам, все будет Ичкерия, Эркин, шалом алейхим, слава Украине, героям слава, Алла Казахстан, Эркин, Алла Казахстан. Казахстан стал моей родиной, наши родители родины, которые нам завещали с казахами не ссориться никогда. Никогда ничего плохого, чтобы даже не подумали в сторону казахов. Германия стала моей второй родиной. И мы будем завещать и завещаем своим детям в поколение вперед, чтобы ни Германии, ни Франции, никому из этих стран никаких плохих вещей мы не делали. И только попробуют, пусть делают. Проклянем до 7-го колена всех. И за Казахстан проклянем. И за все другие европейские страны, которые нас приютили. Так, слышал, атташе из России выгоняют с Германии. Это правда? Вы уже там одного уже выслали, персоной признали нежелательной. Вот у меня сейчас какие-то проблемы с интернетом. Сейчас я вам хочу немножко рассказать именно и про это тоже. Россия, вот на самом деле я очень много наблюдаю разных деятелей, да, это только которые публично себя ведут. Они работают против Германии, они работают на Россию, это абсолютно уже очевидно. И при всем при этом мне казалось, почему вот не принимаются меры, почему? Это же угроза, да, угроза, реальная угроза. А нет, принимаются меры, и очень-очень серьезные принимаются меры. Ну, например, как известно, есть такая группа «Вулкан», очень таинственная группа. Я уверен, эта группа находится, связана с Россией, координируется, управляется с Россией. Здесь есть в Германии большая сеть игровых, никак может не относящиеся к этой системе, игровых клубов, которые контролируются российскими спецслужбами. Ну, может быть, не все, по крайней мере, изначально было так. Потому что они выходцы из России, эти вулканы всякие и так далее. И вот появилась группа «Вулкан». Это просто может быть однофамильцы, может быть связаны как-то с ними, ну не знаю. Вот смотрите, как известно, вот эта группа радикалов подожгла кабели, подожгла ТЭЦ, теплоэлектростанцию, и десятки тысяч
домовладений, 45 тысяч домовладений, и более 100 тысяч человек осталось без тепла. Россия именно, как мы видим, и по Украине мы видим, и по Ичкерии мы видели, знаем, Россия именно эти методы применяет. Все запрещенные международные конвенции, все какие только возможно, которые в голову просто не могут нормальному человеку прийти, методы Россия применяет против тех, кого она ведет свои действия. И вот этой своей аморальностью, беспринципностью она побеждает. Вот этим она побеждает. Алейкум аманас. И вот эта группа «Вулкан» много что натворила бед. Вот власти ФРГ обещают награду 1 миллион евро за данные об этой таинственной группе «Вулкан». Ее подозревают в поджоге кабельной инфраструктуры в Берлине, оставшейся без света десятки тысяч жителей. Столь высокая сумма должна мотивировать население к сотрудничеству, заявил глава МВД Германии Александр Дорбинд. По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации. Власти намерены дать жесткий ответ на угрозу со стороны левых экстремистов, подчеркнул министр, также сообщив о планах расширить полномочия следственных органов, в том числе в сфере цифрового анализа данных, автоматического распознавания лиц и хранения IP-адресов. По подсчетам властей, от последствий атаки на ТЭЦ в Берлине пострадало более 100 тысяч человек. В результате поджога кабельного моста без электричества временно остались около 45 тысяч домохозяйств и 2200 коммерческих объектов. Ответственность за атаку взяла на себя левоэкстремистская группировка «Вулкан». Федеральная прокуратура ведет расследование. Там, знаете, могут быть кто угодно, левые экстремисты там, и так далее. Тот документ так делают, если вы помните. В 2017 году, если не ошибаюсь, футбольная команда Дортмунд-Боруссия была взорвана русским террористом Сергеем Винергольдом из Челябинска, который здесь орудовал. И он подбросил записку о том, что эту ответственность на себя берет ИГИЛ, и потребовал вывести войска из Ирака и Афганистана, по-моему. И чтобы закрыли, по-моему, американскую базу в Баварии, которая у нас находится, Рамштайн. Затем он был задержан. Пару дней, правда, одному иракцу пришлось посидеть в изоляторе. Но здесь закон всегда на стороне справедливости. И иракцы освободили, а Сережу посадили. Скоро должен, кстати говоря, уже выйти. По-моему, 14 лет он получил. По-моему, это было в 2017 году, если не ошибаюсь. Там еще можно УДО просить и так далее. Но тогда российский след не искали. Но вот та записка, которую подбросили, кстати говоря, обращает внимание еще этот террористический акт на одно очень интересное совпадение. 11 сентября 2001 года, когда была атака на небоскребы в США, точно так же, как и Сергей Винергольд, вернее, Сергей Винергольд действовал как те террористы, которые напали на башни-близнецы Соединенных Штатов, ну и на другие здания. Тогда покупались акции и сделалась ставка на понижение. И вот футбольная команда Дортмунд-Боруссия имеет самый большой футбольный клуб, самый богатый футбольный клуб Германии. И он имеет свои акции. По-моему, единственный клуб, который имеет свои акции. И Сережа взял еще кредит в банке и решил сыграть на понижение. Так же, как это сделали те, кто знали, что будут нападения вот на 11 сентября на башне небоскребы в Соединенных Штатах. И была записка вот у Сережи. И вот эти тоже вулкановцы подбросили записку. И как выяснилось, искусственный интеллект подтвердил, что вот эти, кто поджигал теплоэлектростанцию в Берлине, которые оставили эту записку, что текст, скорее всего, написан человеком, который думает, мыслит как русские, и потом был переведен на немецкий язык. Вот так вот. Есть, наверное, еще основания.
утверждать, что, скорее всего, за этим стоят российские спецслужбы. Я название написал «Меры Германии сработали», потому что я на самом деле уже на сегодняшний день ожидал еще больших акций, которые будут проводиться. Потому что, по всей видимости, готовились очень мощно. И здесь сил российских спецслужб очень много до сих пор. Они и публично себя ведут, и еще больше не публично. Многие заползли под корягу, так сказать. Но при всем при этом работа ведется. Но не проводится таких террористических актов, так сказать, чтобы, не дай бог, это произошло. Потому что Россия не оставляет еще своих попыток, но мы видим, что действия немецких служб, всех служб, они работают как часы и выявляют российскую вот эту всю агентуру. Я бы хотел еще больше, чтобы выявляли, но пока, как говорится, на что хватает, чтобы был мир и порядок. Ну, вот такие вот акции проводятся вот этими террорюгами и поджигателями. И их, в принципе, от них застраховаться практически невозможно. И главная задача у исполнителя скрыться, чтобы не попасться. И они все меры предпринимают, они давно к этому готовились, давно они к этому шли. Про то, что они хотят раскачать ситуацию в Германии и внутри создать противостояние немецкого общества, они об этом говорили давно для того, чтобы подчинить себе и вернуть себе влияние ГДР. То есть снова взять под контроль ГДР, и люди, которые сочувствуют или как-то считают, что Россия будет для них лучше, чем Соединенные Штаты, они всячески пытаются играть на этом. Кто-то заработать хочет, кто-то жажда власти, может быть. Ну, кто-то, может, просто полезный идиот, который не понимает, что происходит, и начинает раскачивать ситуацию. Но пока мы видим, что все у нас отлично в Германии. Несмотря на вот эти эксцессы, которые есть, было очень, это 1 000 000 евро, если выделяют немцы, это очень серьезно. Они очень серьезно к этому относятся. И я думаю, вся эта система, вся цепочка будет раскрыта поименно, по фамилиям, кто занимается. И, вероятно, там даже могут быть чеченоговорящие вот в этих разных группах, которые занимаются под видом левых экстремистов и так далее. Исламисты, которые здесь есть, которые так идентифицируются немецкими властями, они, слава богу, видимо, либо под контролем, либо понимают, что они могут стать инструментом России. Это дураку должно быть понятно. Мы об этом постоянно говорим. Нужно понимать, что сейчас это нужно только русским, только России. Потому что Германия для России стала врагом, потому что Германия сейчас снова мотор Европы, снова она помогает всем, кому только может, и в том числе Украине она помогает. И не хотят, чтобы Германия стала сильной и такой мощной. Не хотят. Нужно, чтобы она была под контролем. Поэтому вот такая вот пока ситуация, друзья. Еще очень важно, сегодня тоже, это уже касается нас, диссидентов, тоже Deutsche Welle на русском языке сообщает новость, что иностранные диссиденты в Германии под угрозой активность спецслужб авторитарных режимов в стране усилилась. Я это подтверждаю. Иранская актриса Мариам Пализбан, живущая в Берлине, выступает за права женщин в своей стране. Однако, после публикации своей фотографии без платка, она попала в фокус спецслужб Ирана. По словам Пализбан, она начала получать сообщения с угрозами, а членов ее семьи допрашивали в Иране. С тех пор женщина не чувствует себя в безопасности даже в Германии. Власти ФРГ встревожены. Федеральное управление уголовной полиции говорит о более жестком подходе иностранных спецслужб как в Германии, так и за рубежом. Политолог Маркус Михаэльсен, исследующий тему репрессий режимов против своих граждан за рубежом, отмечает, что Иран далеко не единичный случай. За последние 10 лет по меньшей мере 18 государств угрожали, преследовали и оказывали давление на своих граждан
или членов диаспоры, проживающих в Германии, используя различные методы. Цитирует одно из его исследований Тагишау. По данным властей Германии, среди методов иностранных спецслужб кибератаки, угрозы, попытки вербовки и запугивания родственников в стране происхождения. В Министерстве юстиции объявили о планируемом ужесточении уголовного законодательства. У нас в Германии прямо сейчас действуют иностранные разведывательные службы, которые преследуют людей и тем самым подрывают нашу правовую систему. И нам нужны более эффективные меры реагирования. Вот почему крайне важно быстро добиться результатов, заявил парламентский статс-секретарь при Минюсте ФРГ Франк Швабе. Опять же, я подтверждаю, что репрессии, террор идет. Люди, которые помогают нашей правозащитной ассоциации, их родственники преследуются. Мы сейчас пытаемся полностью все скрывать, пытаемся полностью всех наших добровольных волонтеров, помощников как-то вывести, спрятать. Но у нас тоже есть вот наша правозащитная ассоциация Human Rights Center Ичкерия в новом составе. У нас есть эти проблемы. Нас преследуют там, во временно оккупированной Ичкерии, либо фашистской России. И наши родственники, любой человек, который нам как-то пытается помочь, возникают у него проблемы. Сейчас, на данный момент, мы прекратили полностью общение. Но вот те люди, которые сейчас выехали, у них даже здесь возникают проблемы, потому что и в Интерпол, и национальные органы Россия всячески подает разные документы. Слава богу, им особо не верят. Но все равно это занимает наше время, усилия, мы тратимся на адвокатов. Ну вот, все равно у нас возникают и проблемы большие. И мы вообще, если меня кто-то слышит из немецких правозащитных организаций, хотел бы сказать, что мы готовы к сотрудничеству со всеми немецкими или американскими, европейскими правозащитными организациями. Наша ассоциация, мы готовы, открыты к диалогу, открыты к сотрудничеству, и нам нужна ваша помощь. У нас много-много есть людей, которые готовы с нами здесь сотрудничать, и важно, чтобы не все методы, не все, что мы делаем, мы будем говорить публично, но при этом мы готовы и работать, и сотрудничать с правозащитными организациями для защиты прав наших людей. Также проходит, очень важно, любая террористическая деятельность, любая деятельность, которая ведется, она ведется не только непосредственно исполнителями вот этих грязных преступлений, но еще при помощи местных, можно чиновников где-то вербовать, где-то подкупать, где-то еще что-то. И для этого всегда нужны деньги. И главная задача — это ограничить вот эти денежные потоки, которые поступают, с которыми связаны российские спецслужбы. В Deutsche Bank, например, тоже Deutsche Welle сообщает на русском, обыски по подозрению в отмывании денег. Федеральное ведомство по уголовным делам, Бундескриминаламт, БКА, совместно специализированной прокуратурой по экономическим преступлениям Франкфурта на Майне обыскивает помещение банка во Франкфурте и Берлине. Причиной расследования, передает агентство ДПА, являются прежние деловые отношения банка с иностранными компаниями, которые в свою очередь подозреваются в отмывании денег. Представитель Deutsche Bank подтвердил проведение обысков, не раскрывая дополнительных подробностей. Мы подтверждаем, что в настоящее время в офисах Deutsche Bank проводятся мероприятия прокуратуры Франкфурта. Банк в полной мере сотрудничает с прокуратурой. Просим с пониманием отнестись к тому, что мы не можем предоставить дополнительную информацию, цитируют его журналисты. В свою очередь, обыски были связаны с бывшим клиентом банка, миллиардером Романом Абрамовичем. По информации издания Deutsche Bank, с опозданием передал властям одно или несколько сообщений о подозрении в отмывании денег в отношении его компании. Газета Süddeutsche Zeitung это сообщает.
Также, друзья, я полагаю, может быть еще одна такая вещь, как новый вирус. Вспышка смертельного вируса Нипах заставила страны Азии проверять прибывающих из Индии пассажиров. В индийском штате Западная Бенгалия зафиксирована вспышка опасного для жизни людей вируса Нипах. Чтобы предотвратить распространение заболевания, власти некоторых стран Азии усилили проверку прибывающих из Индии пассажиров. Таиланд начал проверять пассажиров в 3 аэропортах, которые принимают рейсы из Западной Бенгалии. Непал проверяет не только прибывающих в аэропорт Катманду, но и тех, кто въезжает в страну через сухопутные пограничные пункты с Индией. Власти Киргизстана, Казахстана и Узбекистана также усилили медицинский контроль на пунктах пересечения границ. Около 110 человек, контактировавших с ним, помещены в карантин, потому что один из заболевших находился в критическом состоянии. Прибывшие 5 медицинских работников, побывавших в Западной Бенгалии. Вирус может передаваться от животных к людям, поскольку вакцины или лечения от этого заболевания нет, уровень смертности от него очень высок, от 40 до 75%. Представьте себе. То есть почти половина и более 2/3 человек, трое из 4 могут погибнуть, либо 2 из 4. Во вторник информационное агентство 24КГ сообщило со ссылкой на Министерство здравоохранения Кыргызстана, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания. Нет причин для паники. Система здравоохранения страны готова оперативно реагировать на любые потенциальные эпидемиологические угрозы, заявило министерство. Ведомство подтвердило, что для предотвращения возможного ввоза инфекции на границе усилен санитарный контроль. Об отсутствии случаев заболевания сообщили и власти Узбекистана, где также усилен контроль на границе. Они уверяют, что вероятность проникновения этой болезни в нашу страну очень низкая. Ранее Министерство здравоохранения Казахстана сообщало, что санитарный карантинный контроль на границе был ужесточен особым вниманием гражданам, прибывающим из Индии и других стран Юго-Восточной Азии. Что такое вирус Нипах и какие у него симптомы? Это вирус, давайте быстренько вам сообщу. Вирус Нипах может передаваться человеку от животных, например, свиней и летучих мышей. Кроме того, он передается от человека к человеку через зараженные продукты питания. В связи с потенциальной угрозой эпидемии Всемирная организация здравоохранения ВОЗ включила Нипах в десятку наиболее опасных заболеваний наряду с COVID-19 и вирусом Зика. Инкубационный период вируса Нипах составляет от 4 до 14 дней. Симптомы могут проявляться по-разному, а иногда болезнь протекает и вовсе бессимптомно. Первыми признаками заболевания могут быть жар, головные боли, боли в мышцах, рвота и боль в горле. У некоторых людей болезнь может сопровождаться сонливостью, спутанностью сознания и пневмонией. В тяжелых случаях у заболевших может развиваться энцефалит, опасное для жизни заболевание, вызывающее воспаление головного мозга. На сегодняшний день не существует одобренных лекарств или вакцин для лечения Нипах. Об этом нам сообщает BBC News русская служба, друзья. И знаете, это может быть таким первым звоночком. Так, друзья, давайте я почитаю ваши комментарии. Я всех вас снова приветствую сердечно. Алейкум, кавказец. Баку якобы последователи ИГИЛ напали на посольство Израиля в тот день, когда туда с визитом пришли Моссад. У меня вопрос, для чего Азербайджан занимается таким, зачем этот спектакль? Это, конечно, у тебя вопрос уже со сделанным выводом у тебя получается. Ты же не знаешь, что за этим стоит Баку. Например, у нас здесь в Германии тоже молодой человек якобы готовил покушение на нападение какое-то на
израильское посольство, и 2 его подельника успели скрыться, причем скрылись они где-то в Африке, по-моему, в Сомали, по-моему, если не ошибаюсь, они уехали. Хотя могли бы поехать в Сирию, да, там же как раз сейчас власти пришли исламисты, якобы, и поэтому, не якобы, вот они там есть. Вот, если что, надо было бежать туда, по идее, правильно? Но нет, почему-то побежали туда. А почему? Потому что там уже русских нет в Сирии, понимаете? На базе там они у себя сидят, но уже нету Башара Асада. И именно в этот день как раз в России там люди, которые там положили, это российские военные, я так полагаю, ну вот эта вся рать российская, израильские флаги, на нем, на машине там делали прокрутки. И я полагаю, конечно же, я уверен в этом на 99%, что за этим стоят российские спецслужбы. И в этом случае с попыткой нападения на посольство Израиля в Баку, я на 99% уверен, что это тоже российские спецслужбы. Им это очень нужно, понимаете? За все это время в Германии, здесь, в Европе, у меня возникает тут такой закономерный вопрос. За все это время ни один чеченец, у которого убили более 250 тысяч сограждан, среди которых 42 тысячи детей, не напал ни на одно российское посольство, не убил ни одного российского дипломата. Даже конфликтов с русскими у нас здесь не было. Понимаете? А знаете, что это говорит? О чем это говорит? Это говорит о том, что мы относимся с уважением к стране, которая нас приняла. И если не провоцировать малолетних детей, которых используют для чего-то, то как там убийство французского учителя или там драки с курдами, которые нам ничего плохого никогда в своей жизни не делали. И никаких вообще проблем у нас с курдами никогда не было. Понимаете? Вообще, это такие же люди, как и мы должны курдов уважать, потому что они также борются за свои права, за свою государственность. Как боремся мы уже много-много времени они борются. Понимаете? Это самый большой народ, у которого нет государства. И есть, и земля есть, и народ есть, и все у них есть. А вот государство им не дают построить сильные мира сего. В частности, например, это Турция. Поэтому за все это время мы не конфликтовали ни с русскими, не совершали преступления против российского посольства, потому что мы уважаем законы. Не потому, что мы не знаем, кто наши убийцы, а потому, что мы уважаем страну, которая пребывает. И если какой-нибудь молодой человек идет и убивает учителя безоружного, или там пытается напасть на израильское посольство, я это могу только однозначно просто для себя определяю, что это является работой российских спецслужб, понимаете? И то, что произошло сейчас в Баку, там много чего непонятного, сейчас все это пока тайна следствия, все такое, но я считаю, что это первые признаки, которые будут обрушиваться на Азербайджан. Это попытка сбития самолета азербайджанского, чтобы натравить чеченцев на азербайджанцев, потому что у нас слишком много хорошего с азербайджанцами, чтобы вот так просто взять и объявить их врагами. И сейчас это будет какая-нибудь группа азербайджанцев, которая нападает, там, антисемитов какая-то. Это оболваненные, обманутые дети. Я в этом уверен абсолютно. Там 2005 года, ну, молодежь, детьми их уже не назовешь, конечно, но очень легко обмануть здесь. И взрослых легко обмануть, не говоря уже о детях. Поэтому вот эта работа, она будет продолжаться, я полагаю. Потом будут какие-то группы, и вот Азербайджан будет обвинять в том, что он сотрудничает с Израилем, его нужно разделить, его нужно что-то с ним сделать, и так далее, и так далее. И вот будет вот эта работа вестись. Поэтому я об этом предупреждаю, говорил это раньше, что будут эти действия. Потом эти радикальные исламисты, то есть молодежь, которая курируется разными спецслужбами, они могут из Пакистана, там они говорят, там Вилаят Хорасан, там где там у них называется это ИГИЛ, который на границе Пакистана и Афганистана находится, что вот они им подчиняются и так далее. Это просто слова. В интернете вербуют, зомбируют специальные люди, которые это умеют делать. И вот эта работа будет вестись.
И нам нужно сейчас же нашу молодежь просвещать, объяснять им. К сожалению, я не вижу, что вот какая-то работа ведется. Немножко я начал замечать, что азербайджанцы начали в этом направлении работать. Немножко. Тот же Рамис Юнус, или Юнус Рамис, вот он начал правду говорить такую, без, так сказать, знаете, цензуры, как раньше долгое время они там аккуратненько там Россию не обидеть и так далее. И эту правду мы давно говорим, и хотелось бы, чтобы ее больше слышали и больше говорили об этой правде. Ну и, конечно же, мы открыты, мы правозащитные организации открыты для диалога с правозащитными организациями Азербайджана, с общественными организациями, с властными организациями, не спецслужбами, а кем-нибудь официально только. Никаких скрытых вещей делать мы не будем. Ну, а также у нас есть президиум правительства в лице Аллы Дудаева, Аяда Идигова и других уважаемых людей, которые очень хорошо и тесно знакомы с Азербайджаном, с азербайджанскими представителями власти, ну и так далее. Поэтому нужно вести работу, если мы на самом деле боремся. На самом деле мы хотим предотвратить те поползновения, которые Россия и ее террористы будут предпринимать. И это наши дети, понимаете, эти азербайджанские эти дети, это наши дети. Они попадают в эти сети. Мы, чеченцы, через это проходим. Мы находимся сейчас, чеченцы, в этом. Я здесь сижу и говорю публично каждый день, не потому, что мне делать нечего, а потому, что мы оказались в этой ловушке, на весь мир оболганные, и сами уже начали повторять то, что нам уже навязывают, эту пропаганду. Понимаете? И вот мы пытаемся вырвать своих детей оттуда. Лично я этим занимаюсь. Хотя еще больше на себя там эти их актив действия предпринимаю, но их стрелы летят в мою сторону. Но к сожалению, нет. Поэтому, конечно, мы должны разоблачать. И вся система построена на системе КГБ СССР, ФСБ. И это очень большая и сложная схема, которую нужно выявлять и разоблачать. Понимаете? Так мы сможем своих детей спасти. Ну и, конечно, предупредить, уберечь наши народы, наших людей от катастрофы, которые нас ведут, понимаете, к вечным войнам. Сейчас в Иране война, ну, я не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы эта война там не состоялась. Ну, там вот это все накручиваться будет, накручиваться. И это будет долго продолжаться, я полагаю, в Иране, то, что завязывается, развязывается. И потом наших молодежь, наших детей тут будут обвинять Америку, Израиль там, и других и так далее, и втягивать нас туда. Мы должны сделать так, чтобы наших детей не втягивали вот в эти все игры российских спецслужб. Так. Değerli İslam maşallah, старый склад. Азербайджан вообще бедная страна. Уровень жизни хуже, чем в Дагестане, или так же, или лучше, чем в Дагестане. Хотел сказать. Не знаю, если честно, я не знаю. Германия правит миром, говорит. Я призываю всех чеченцев, которые еще раз и еще раз. Сейчас каждый в стране, в Германии тот, кто живет, кто в Франции живет. Эти страны, вы же помните, как нам наши отцы, деды говорили, с казахами всегда уважительно будьте. Только лишь за то, что мы оказались в их стране, и они нас не приглашали туда, мы оказались, и они нам помогли. Многие выжили благодаря тому, что нам помогли. Здесь же эти страны приняли, защитили, дали все необходимое, но имели возможность, в отличие тогда от казахов. И мы, каждый во Франции, в Австрии, в Германии, мы должны стать патриотами этих стран, понимаете? Мы должны стать защитниками этих стран. Мы знаем, и киргизы тоже, Аслан Мацаев, и в Киргизстане мы тоже были.
у киргизов, вот это даже не обсуждается, конечно, Аслан. Все, кто здесь в Европе находится, эти люди должны стать, молодежь стать, ни в коем случае, вообще никаких контактов с российскими спецслужбами или там представителями России, или тот, кто думает про Россию. Это автоматически, уже опасный субъект, понимаете? Если этот человек связан с Россией. Не может чеченец быть связан с Россией, если он не работает на эту Россию. Они только за деньги лояльны этой России. Они служат этой России. Они там спецслужбы, спецармия там и все остальное. Или там просто агентура, то есть доносчики, которым платят деньги. Мы должны это все четко понимать. Поэтому и вы себя дискредитируете. Там, тот, кто занимается криминалом здесь, разные есть товарищи, которые не являются связаны с российскими спецслужбами, но одновременно не прочь где-нибудь там покриминалить, где-то там наркотики, там драки какие-нибудь, там крышевания, разборки и так далее. Вот я не знаю, что вам посоветовать, конечно, у вас не самая лучшая работа в мире, но я вам советую сейчас в это время близко не подходить к криминалу, потому что везде, где есть криминал, там есть российские спецслужбы. И они вас используют как инструмент, вам подкидывая какие-то копейки, гроши, по факту совершать какие-то преступления против, это уже государственного уровня преступления, понимаете, не просто где-то там наркотики продал, перепродал или там крышевал. Это уже очень серьезно все будет. Там. Могут там кого-то там побить, заказать, там, наехать на кого-то и так далее. Это очень-очень опасно, понимаете? Вы это должны понимать. Это не просто криминал. Поэтому ищите пока себе работу, потом через несколько лет, если не найдете себе достойное применение в жизни, вернетесь в свое абсолютно бесполезное криминальное занятие. Да. Поэтому вот такие вот дела, друзья. Так. Рамис Юнус что-то сейчас начал про это говорить, то, о чем ты говорил, и другие говорили уже давно. Да, ну вот я вижу, что, видимо, там чуть-чуть сменился вектор информации. Ну, это хорошо, что говорят. Единственное, плохо, что почему всегда не говорят. Если ты независимый человек, если ты взялся освещать что-то, говори прямо. Чего стесняться-то? А вот сейчас потребовалось, ну хорошо, что потребовалось. Ну, в отличие от нас, не все независимые, поэтому, может, в этом причина. Чеченцы благодарны, народ всегда и будут благодарны, Европе тоже. Да, Ламанас, абсолютно с тобой согласен. Абсолютно. Это наши вторые родины, друзья, и мы должны за них стоять горой. Сейчас трудное время для Европы, особенно для Германии и для Франции. Все силы брошены на Германию и там из Франции тоже. Дела не ахти у них. Россия применяет все методы, которые она может. Но везде давят всю эту агентуру. Она выявлена и работа ведется. Поэтому у них мало что получается. И мы должны все помогать. Понимаете? Помогать этим странам. Мы должны стать патриотами этой страны. Я вас призываю всех быть патриотами тех стран, которые нас приютили и нас дали нам убежище. Так, давайте я немножко... Шестого Чубухчина Мичауэрова. Вот эти троллятина у вас, она какая-то у вас вообще абсолютно без фантазии какой-то. Можно чуть-чуть мне более компетентных присылать сюда? А что, вообще колхоз, короче, да, детский сад, да. Салам, брат, я недавно являюсь вашим подписчиком, смотрю вас регулярно. Интересный контент и грамотное рассуждение. Спасибо, Фаик Минкаилов, спасибо. Курдистан находится в Турции, Иране, Сирии, Ираке. Да, я знаю, да.
Курды есть везде. И в этом несправедливом мире у них нет своей страны. Причем есть курды, которые за Россию там и много чего. Ну там своя история, как обычно. Иночка, спасибо. Астанс, я 100% уверен, как разберутся с Россией, у курдов появится свое государство, и мир на Ближнем Востоке будет решен. Дай Бог, Кавказин, дай Бог. Я только за, чтобы у них было свое государство. И я за то, чтобы курды помогали разобраться быстрее с этой фашистской Россией. Но пока, вот исходя из того, что сейчас ПАСЕ с хорошими имперцами договаривается, знаете, все ругают Трамп, какой плохой Трамп, какая Америка плохая, он там с Путиным, он там это, он то сделал, он то сказал. А посмотрите, что делает ПАСЕ. Всех русских имперцев собрали. Вот представьте, и проголосовали, в том числе Германия туда входит, в том числе Великобритания туда входит. Ну, может, какие-то свои игры у них там. Но, знаете, игры играми, нам от этого не легче. Без нас все равно, без простых людей, без народа, без народовластия, без демократии, ничего не будет все равно решено. Но вот пока так. Посмотрим. Трамп будет бомбить Иран, как думаешь? Эркин, я думаю, да. Я думаю, югославский сценарий может быть для Ирана применен. Но знаете, как было в Югославии в начале? Сперва вот эти события, кровопролитные войны, гражданские войны, там много чего происходило. И потом уже подключилась коалиция, и по ним начали томагавками лупить. По-моему, 2 недели или 3 недели лупили, и тогда они уже все, капитулировали. Но до этого они совершили геноцид, там сербы совершили геноцид, совершили в Боснии, совершили в Косово, много-много преступлений. И только после этого, это долго все затянулось, я надеюсь, так долго здесь тянуться не будет, затягиваться. Но, ну, еще, кстати, нужно понимать, что Иран это не Сербия, это не Югославия. Иран это фанатики, десятилетиями готовили к самопожертвованию, к войне и так далее. Поэтому с ними придется повозиться. Это будет не просто, нелегкая такая прогулка, мне кажется. Посмотрим. И именно сейчас, из-за того, что в Иране все это происходит, вот первый сигнал, то, что сейчас в Азербайджане на израильское посольство готовилось вот нападение, как говорят. Это вот первый такой сигнал. Это будет дальше накручиваться. Ислам. Так, если доктор начнет применять то, что необходимо, наркотики с эпидемией не совпадать. Я не понял, Шамиль, что вы сказали. Хорошо, если это было задействовано русскими спецслужбами. Почему тогда азербайджанские СМИ не говорят прямо то, что сделали русские? Зачем все списывать на ИГИЛ, на исламистов, на террористов? Ну, смотри, Кавказиан, Албания, я тоже не утверждаю, что за этим стоят русские. Просто я на 99%, как независимый правозащитник, независимый эксперт, я уверен в том, что за этим стоят. На 99%, не на 100%. И опять же, если, например, официальные СМИ Азербайджана пишут, они не могут сказать, что там стоят русские. Хоть какая-то зацепка должна быть, хоть какая-то. Но я знаю, что вот за такими акциями, атаками всегда торчат уши ФСБ. И ГРУ, конечно. Марионетки ФСБ у ГРУ. Поэтому вот я из этого исхожу. И поэтому
Будем наблюдать, будем смотреть, не обязательно мы сможем найти даже доказательства, да, если хорошо проведен террористический акт, то доказательств не должно быть, что за этим связано, за этим стоит обязательно Россия. В этом и заключается профессионализм. Но мы-то знаем, как говорится, пишут, в Иране убили 30 тысяч человек. Да, и это будет докручиваться, это будет продолжаться. Весь фокус событий, новостной фокус будет перемещен в ближайшее время на Иран, я полагаю. Ну, ближайшее, может, это весь этот год это будет продолжаться. И не знаю. Но то, что вокруг Ирана разворачиваются очень серьезные события, и к ним очень давно готовились со всех сторон, это очевидно. А значит, будет продолжение всего этого. Я думаю, в ПАСЕ это игра, говорит. Ну, может, и игра. Но на самом деле ничего серьезного-то в этом и нет, на самом деле. Ну, что здесь такого, понимаете? Ну, все равно. Почему нет вот настоящих русских оппозиционеров? Вот я знаю нескольких из них. Почему и вот их не привлекают? Наш президиум знает. Их почему не привлекать? Вот почему? Почему нет? Почему вот такие люди? Для меня это трудно объяснить. В Европе столько денег, ресурсов, население 500 миллионов. Почти надо жестко действовать, защищать свое. Надо, Иркин, надо. Но знаешь, здесь ведь тоже, это же демократия, и здесь много государств. Евросоюз это не одно же государство. Здесь есть абсолютно такие откровенные пособники фашистской России и Путина. Понимаете? Да, они там национальными интересами прикрываются. Но и есть страны, которые, например, и Германия, здесь тоже есть прорусские, пропутинские, проФСБшные. Поэтому в Украине есть такие. Представьте себе, в Украине даже истекающие крови они есть. И мы это видим, что есть. Скажи, брат, у Айнахов по Адату никогда не было единого правителя. Община и старейшины решали все. Как так получилось, что гордые чеченцы приклеились одному диктатору? Фаик Микаилов. Ну, единый правитель, что ты имеешь в виду? У нас были наши руководители, у нас были люди, которые возглавляли нас, наши лидеры избирались, назначались. Самые известные из них и шейх Мансур, и имам Шамиль, и много было разных у нас. Но в основном, да, у нас принималось коллегиально, такой парламент у нас был, сенат, так сказать, сенат был, где были представители. И старейшины, это не совсем точный термин, потому что они не всегда были стариками. Это могли быть и 30-летние мужчины, это могли быть и 40-летние мужчины, которые там входили в этот сенат. И коллегиально принималось. И так было тысячи лет. Тысячи лет. Это не сегодняшние, не вчерашние там решения, не столетней давности. Тысячи лет мы так жили. Тысячи лет на нашем Кавказе. И приклеились, я не знаю, что ты имеешь в виду, но над нами русские совершили геноцид.
И если ты азербайджанец, ты, наверное, знаешь, что у вас было много наших беженцев. Их было в Азербайджане не так много, как они здесь в Европе оказались. Но это была одна из первых стран, которая помогла, и удобно было без документов уезжать в Азербайджан. А, Нас каждого четвертого убили. Можете себе представить, сколько населения Азербайджана? 10 миллионов. Вот представь, или 8 миллионов. Представь, 2 миллиона азербайджанцев, не дай бог, погибло. Каждый четвертый. Огромное количество сидят в тюрьмах. Тебя преследуют, тебя репрессируют, тебя уничтожают. И весь этот лицемерный мир говорит, что мы часть России. И говорят, малой кровью их, пожалуйста, убивайте. Например, как это говорил Билл Клинтон. Понимаешь? И у чеченцев не особо большой выбор оставался. Не все чеченцы воевали, как ты, наверное, понимаешь. У нас воевало несколько тысяч человек всего лишь. Никого насильно в армию по повесткам, по ТЦК не ездили, не забирали. Кто хотел, брал оружие, шел, воевал. И мы оказались в заложниках, под оккупацией и в заложниках. Против нас начали применять методы, которые ни одно нормальное государство, ни одно себя уважающее общество не применяло бы. Они нападают на наших женщин, на наших мужчин, родственников. Если я что-то делаю, моих родственников пытают. Сейчас нет, слава богу, но пытали. Уголовные дела могут возбуждать. Все, что угодно против них. Просто за то, что они являются моих родственниками. Я их в детстве видел, и когда они детьми были, людей, которых я не знаю. И многие просто замолчали. Это не значит, что мы перед кем-то присмыкаемся или приклеиваемся. И диктатуру Кадырова, ты ошибочно называешь, это не диктатура Кадырова. Это диктатура оккупационной российской власти, которая захватила нашу страну, убив четверть нашего народа. Понимаешь? Скажи мне, какой народ после того, что их оккупировали и четверть их уничтожили, возмущается и дальше продолжает борьбу. Их очень мало, таких народов, очень мало. А мы продолжаем. И несмотря ни на что, на все их варварские методы против нас. И будем продолжать. Понимаешь? Будем. А то, что тебе пропаганда рассказала, что мы перед кем-то присмыкаемся или там где-то приклеились там или и так далее, это не так. Это не так. Да, есть пророссийские, есть кто завербованные, есть чеченцы, которые убивали чеченцев, и им уже отступать некуда. И они втягивают своих родственников туда, чтобы как-то там подкармливают их, копеечку им дают и втягиваются вот в эти все, в эту систему. Но мы не сдались, как ты видишь. Да? Пожалуйста, фейк, пожалуйста. Передай привет Кадырову, говорит, он смотрит тебя, брат. Сережа, ну, это тебе Кадыров, брат. Если ты знаешь, что он меня смотрит, значит, ты в хороших с ним отношениях. Он мне не брат. Да. Так, у меня вопрос. Ты же знаешь лично вроде этого. Он буквально на днях выпустил ролик, где задевал дагестанских имамов, которые являются героями для нас. Ну и я его не знаю лично, я по телефону с ним общался.
а я его лично никогда не видел, не встречался. И я абсолютно никакого отношения к этому человеку не имею. Этот человек а, симулятор, это человек имитатор. Он ровным счетом ничего из себя не представляет, кроме вот так провоцировать людей, и все. В Германии много гибней, в Великобритании мало гибней. Ну да, может быть, я соглашусь с тобой. Германия была под оккупацией России, и здесь остались свои ячейки, видимо, спящие. Ну почему он никогда в своих видеороликах не упоминает тех же чеченских и имамов, и богословов? Почему он такими вещами занимается? Не знаю, кавказец. Я не знаю, почему он занимается. Я знаю, что это провокация, которая делается для того, чтобы нас представить какими-то... Ну, короче, забудем, проехали дело. Не стоит он того, чтобы его здесь обсуждать. Имам Шамиль не пользуется уважением среди многих чеченцев. Ну, что значит неуважением, не пользуется уважением? Не пользуется уважением его поступок, сдаться в плен. Понимаете, когда осталось там вот столько от народа. Вот это не пользуется. И вот это предъявляется, что поехал, жил в Калуге и получал жалование. Вот что понимаю. Если ты отдаешь приказ, и люди идут на смерть, то мы подразумеваем, что ты сам готов пойти на эту смерть. Понимаете? А в противном случае люди считают себя обманутыми. Люди считают себя использованными. Понимаешь? И это никогда не уйдет. Этот поступок перечеркивает, какой он был. Это, если бы он был бы недостойным, он бы никогда не возглавил бы вот этих уважаемых воинов, лидеров, которые вокруг него были. Из него они же делали имама, правильно? Они же его вели и так далее. Но человек сам был неординарной личностью, раз его назначили управлять этим всем, то уважения здесь нет, вопроса уважения. Уважение к тупку, который был совершен в последний момент. И все. И это потом уже рассматривается, знаете как? Рассматривается, что он был заслан либо турецкой разведкой, либо российской разведкой, либо был завербован в процессе, когда он уже этим всем занимался, был имамом, был там крутым и так далее. Вот как это рассматривается. И в турецких, например, школах он считается героем, что он там, и война описывается, что это чуть ли не Турция воевала, значит, не чеченцы воевали во главе с имамом Шамилем, а Турция воевала против России. Хотя Турция тоже там, стычки были, боевые действия были, там больше всего, по-моему, с Турцией Россия воевала. Но именно это наша борьба была. И мы просились в этот османский халифат. И нас не принимали, потому что мы удобны были только, чтобы воевать, а не для того, чтобы нас защищать, нам помогать там, и так далее. Мы для этого не нужны были. Поэтому эти вещи сейчас, когда историки раскапывают, когда приходят в дом в Калуге, где он жил, мы видим, возникает вопрос, а у тебя не возник был, сказать, такой вопрос? Я не знаю, кто ты по национальности, аварец ты, мне кажется. Если, например, чеченец к вам пришел бы, и от 2 миллионов, ну, конечно, до имама чеченцы воевали, но когда он пришел, мы уже воевали, и, например, вот 1 миллион вас. И вот когда он сдается в плен, у вас остается 120 тысяч. Как ты считаешь? 6%, когда от 2 миллионов остается. И 25 лет имам ведет эту борьбу. Шамиль ведет эту борьбу. Как это тогда выглядит? Что бы тогда подумал бы? Это что это за гусь оказался такой интересный? Имам Шамиль вообще с аварцами, только с аварцами. Остальные лакцы, кумыки, лезгин, табасаран, даргинцы вообще не поддерживают имам Шамиля. Ну, я согласен, да, мы вместе с аварцами были. Аварцы большая часть из дагестанских народов составляла. Большая часть чеченцы были, из войска он был имамом.
Чечни, Дагестан это потом уже добавлено. А аварцы были, во-первых, он ушел от аварцев, которые его там преследовали. И я не согласен, что ни лезгины, ни кумыки не воевали, там другие не воевали. Воевали. Но я согласен, опять же, с тобой, что, может быть, их было не большинство. Аварцы были. И аварцы хорошие, воины были. Это все было историей. Это все понятно. Но немножко было... Ладно, оставим имама Шамиляда. Вот вам, братья, видите, ну не нужны вы были туркам. Вот так только для борьбы против России. Раф, ну я согласен с тобой, да, для борьбы против России. Империи, Русская империя и Турецкая империя договаривались. И после того, как мы потерпели уже военное поражение, и у нас осталось 120 тысяч человек от 2 миллионов после столетней кавказской, русско-кавказской войны, черкесы некоторые вообще исчезли. Понимаешь, черкесы потеряли, колоссальные потери понесли. Первые встречали черкесы, чеченцы ходили, и другие ходили помогать. Убыхи, шапсуды, вообще закончились народы. Над ними геноцид устраивались, их земли заселялись другими народами. Черкесский, Краснодар, вот эта вся территория, это все черкесские, адыгские земли. И потом дальше чеченцы несли это бремя, чеченцы уже закончились. И потом, когда нас осталось там 120 тысяч, турки сказали, примут 15 тысяч. Понимаешь, 15 тысяч семей, по-моему, 15 тысяч семей. Договорились, и таким обманным способом нас завлекли, сказали хорошие места, туда-сюда, вглубь нам сказали хорошие, показали места, какие дадут хорошие. И потом, когда вот эта колонна беженцев туда выдвинулась, сказали, нет, ребят, вам не сюда, вам вон туда. И на границу с курдами, с кем там еще, с кем Турция тогда воевала, там, с другими, с кем-то. Туда нас, давайте туда, короче. Мы сказали, наши там сказали, не, мы туда не хотим, там земля плохая. И поняли, что из них хотят сделать солдат. Понимаете, они бегут от войны, они идут в халифат. Якобы халифат. Это был не халифат, это была просто турецкая империя. Религиозная турецкая, в принципе. Тогда все были религиозные, там тот же Ватикан, другие государства, Рим тот же. Это все, тогда все строилось на религии, на религиозной основе. И сказали нет. И прям пушками, ружьями расстреливали женщин, детей, которые сказали, отказались. И вынуждены остатки, разбитые, вот эта группа, колонна беженцев отправлялась туда. И вот они остались, и многие полностью ассимилировались. Турция насильно ассимилировала. Запрещался язык, никакого поддержка языка, ничего. Фамилии, имена нужно было турецкие принимать, на турецкий лад. И Иордании, чеченцы, которые оказались, они сохранились. В Турции, а больше было в Турции, чем даже в Иордании, практически не сохранились. Поэтому империи, они все так себя ведут, понимаешь? И Турция, тюркские народы, это тоже разные народы. Там не одни тюрки, там разные есть, в том числе и курды есть, и армяне есть, и евреи есть, многие там есть. Но их больше ассимилируют, да? Это так. Империя русская к геноцидал Руссия. Так. Кадыровцы, аварцы тоже говорят, селец, второй, они пришедшие. Правда ли это? Чеченцы это точно должны знать. Ну, кадыровцы, кадыровы, да, правильно ты говоришь, кадыровы. Кадыровы говорят андийцы. Вот такая вот ходит информация. Проверить, подтвердить я не могу. Но относят они себя к тейпу Бино. Это чеченский тейп Бино. Поэтому, может быть, Кадыровы и есть из народности андийцы. Но, может, и они чеченцы. Но
Вокруг не только есть андийцы, я скажу, там и чеченцы есть. Для справедливости ради нужно это тоже отметить. Но знаешь, еще одно такое важное замечание такое должно быть. Если человек полностью принял наши законы, живет по нашим традициям, их принял тейп, и другие биноевцы не возмущаются и не говорят, вы нет, мы вас не принимаем, не хотим вас, и этого нет и не было, то мы не можем их делить и говорить, ты когда-то там пришел. Если он сам говорит, я не чеченец, вот это да, он сам это подтверждает. Другой разговор. А если он признается, живет, соблюдает, женится, уходит замуж и общается на чеченском языке, и даже своего языка не знает, там, который предки его были, то через, по-моему, 7 колен или 4 колена, я не знаю, то мы признаем их своими этих людей признаем. Поэтому я не знаю, андиец он или нет, и кем он себя считает, но вреда он нанес чеченскому народу очень много. Эта семья, эти люди нанесли колоссальный вред чеченскому народу. Колоссальнейший вред. И сейчас наносят те люди, которые рассказывают, что они вроде за Ичкерию там, и так далее. На самом деле колоссальный вред наносят они. Они не дают чеченскому народу встать на ноги, оттряхнуться, оглядеться и собраться. Это так. А что думаете якобы или об аварии Адама Кадырова? Ну, мы это обсуждали, Раф, мы говорили, я не знаю, зачем столько внимания придается этой проблеме или этому ДТП. Я думаю, оно было, хотя, возможно, и не было. Я не знаю, ну, раз так все говорят, значит, было там какие-то вбросы могут быть, все что угодно может быть. Но я не знаю, у одного самого Рамзана, по-моему, 3, 4, 5 сыновей, причем это не самый старший, этот Адам у них, есть еще постарше там сыновья. Поэтому даже если бы он погиб бы, это ничего не изменило бы. И знаете, я против того, чтобы мы говорили все время про Кадырова. Кадыров – это инструмент Кремля. Если мы говорим про инструмент, ну, значит, мы просто главного заказчика, главного архитектора упускаем из вида. Тогда ничего не изменится. Ну, не стало Ахмада Кадырова. Что изменилось? Ничего, стал Рамзан Кадыров. Не станет всех Кадыровых, станет какой-нибудь Даудов, какой-нибудь там другой, что там, мало у них, что ли, это. Поэтому для нас это не важно. Нас хотят к этому привести. И все время Россия говорит, это гражданская война. Нет, это не гражданская война. И Кадыровы, и вот эти прорусские деятели, они не представляют чеченский народ. Через колено, ломая чеченский народ, совершая геноцид на всей республике, установив просто по всей республике концлагерь, сплошной концлагерь, тотальный страх, тотальное уничтожение людей, оболгав, Россия заставила просто замолчать чеченцев, просто замолчать, не поменять свое мировоззрение, а замолчать, поменять нельзя чеченцев, нельзя, мы останемся такими в любом случае. Но когда нам, еще с момента, когда был Дудаев, нам рассказывали, что вот эта вся российская агентура, это чеченская оппозиция, потом они дурили чеченскую молодежь, там, кого-то там привлекали за деньги, там, под разными там другими соусами. Всегда пытались сказать, вот оппозиция, оппозиция. И тогда Дудаев ответил, у оппозиции должна быть какая-то своя программа, какие-то свои там планы, какие-то свои действия. Если тебя финансирует иностранное государство, вооружает, и их задача только свергнуть легитимную власть, это не оппозиция. Это иностранные агенты, это диверсанты, действующие в интересах иностранного государства. Вот это и есть то, что было. Но это в мире так заведено вот таким вот образом, раскачивать ситуацию и наводить не только русские специалисты в этой области. Да? И вот они так делали. И когда были переговоры между Ельциным и Яндербиевым Зелимханом, во главе стола сел Ельцин, а напротив посадили Яндербиева и хотели Завгаева, и напротив Яндербиева хотели посадить.
И несмотря на то, что в тяжелейшем условии находился Зелимхан Яндарбиев, он был полностью, вся вот его группа, большая часть его группы, которая присутствовала на переговорах, предатели, я это могу теперь уверенно сказать, не все, большая часть там людей, несколько людей, это предатели, самые настоящие враги чеченского народа, которые там были. Все, что делалось для того, чтобы сделать так, чтобы Яндарбиева подвести под то, что это Чечня, это внутреннее дело России. Ельцин сидит во главе, и две чеченские стороны, противоборствующие, Завгаев и Яндарбиев, договариваются. Но Яндарбиев не согласился на это, он посадил Ельцина напротив и продолжил диалог. Хотя, конечно же, это только была вот формальная картинка, на самом деле глубже было намного нелицеприятно то, что там происходило. И вот все это время Россия навязывает нам вот термин «чеченская война», «чеченская война». Что значит чеченская война? То есть чеченцы напали на чеченцев, значит, русские вообще ни при чем, значит. Да, русские просто мимо проходили, увидят, дерутся чеченцы, дай-ка мы их разнимем. И вот так туда, не так ведь было. Россия 5 агрессий, военных агрессий против нас применяла. Не говоря уже блокады и все остальное, чтобы вот задавить наше государство, нашу свободу. И вот термин «чеченская война» и все остальное, вытекающее из этого, это продолжение всего этого. И сейчас, когда говорят Кадыров, 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 это Россия специально делает, не из большой же любви она к чеченцам Кадырова вот так поднимает наверх, а для того, чтобы представить, что вот есть какой-то тиран, который нас угнетает. Нет, дорогие мои, нас Кадыров не угнетает. Кадыров ничего не может, у него 3 класса образования. Он может только, ему вот конверт приносят, зачитай, он на камеру становится, зачитывает то, что ему говорят. Или говорит, расскажи об этом, и рассказывает. Вся его задача, и он зарабатывает, управляет там своими вот этими активами, ставит своих родственников и так далее. Он не может создать ни республику, ни управлять. У человека 3 класса образования, понимаете? Он ничего не знает в этой жизни. Без этого ФСБ, без его советников, которые им управляют и все, что ему говорят и делают. Это не независимый человек. Он сам прямо об этом говорит. Если мне поступит звонок из Москвы, я в кусты, он говорит. Прямо вот он сдает интервью, это рассказывает. Это так и есть. Так и есть. Но нам упорно навязывают, что оппозиция Кадырову, оппозиция Кадырову, оппозиция тиран Кадыров. Нет. Тиран фашистская Россия, Лубянка, ФСБ, Путин, Патрушев, вот эти все головорезы и убийцы. Вот кто убийца чеченского народа. Об этом мне говорят. Понимаете? Об этом не все. Ты должен про Кадырова говорить. Вот Кадыров, враг, все, чеченцы между собой. Тогда русские свободны. За весь геноцид свободны. Они как бы ни за что не отвечают. Гражданская же война была. Мы-то при чем? Так это выглядит. Это было не так. Это было не так. Было свое государство, на которое напало российское государство. Понимаете? И в Украине они говорили то же самое Зеленскому. Давай там с этим, помните, ДНР, ЛНР, встретиться с ним в начале еще. Сразу отверг Зеленский, сказал, не-не-не, мы не сядем с этими. И нам предлагают, вот, Кадыров. Да, может быть, у него миллиард больше, чем у Пушилина денег. Может, у него головорезы более результативно голову отрезают, чем у Пушилина. Но это не делает его независимым каким-то диктатором. А это марионетка, инструмент. Инструмент, самый настоящий инструмент. К большому сожалению, в каждом народе есть такие инструменты, которые готовы за деньги служить врагу, убийце, многовековому убийце своего народа. К большому сожалению. Как-то так, Дем. Русские войны, так называют, чеченская война, СВО, освободительный поход. Да, совершенно верно. Чеченская война. Нет, это античеченская война. Либо русско-чеченская, либо российско-чеченская. Если более юридически точно и правильно брать, то российско-чеченская. Потому что не только русские нас убивали. Все народы России нас убивали. Весь остальной мир, подавляющее большинство, делало вид, что этого не происходит, что их это не касается, слушали захлеб российскую пропаганду и говорит, да, чечены террористы. Это все было.
Сейчас мы просто все увидели. Ну, думающие понимали, конечно. И в Украине были думающие, кто понимает. Приезжали, помогали, воевали. Но нужно признать при всем при этом и наши ошибки. Это будет неправильно, если мы не скажем про свои ошибки. Мы, чеченцы, тоже виноваты. Виноваты, может быть, не столько умышленно, сколько из-за своего бессилия, то, что мы не могли просто пробить эту пропаганду, не могли достучаться до своих же граждан, например. У нас информационное все пространство русские первыми захватили. Вот у нас есть такой, где-то там ходит Маулади Удугов, ярый там сторонник там ваххабизма, ичкеризма, там всего остального изма. По факту его Россия называла после Первой русско-чеченской войны, он единственный победил российскую пропаганду, типа он один противостоял. Сейчас я понимаю, что никогда русские не сказали бы так, если бы он не был уже их человеком. Понимаете? Это косвенные признаки. Но сейчас я, который сейчас занимается контрпропагандой, который разоблачает российскую ложь, могу сказать, что они просто так имя не произносят, просто в суе никогда не произнесут. Понимаете? И после гибели Джохара Дудаева Маулади Удугов, который начал получать деньги от Березовских, там разные, фактически взял под контроль информационное пространство. И мы, чеченцы, в чем наша ошибка? Мы доверяли этому человеку. Мы доверяли Кавказ-центр. Я это ответственно заявляю. Это античеченский, враждебный чеченскому народу ресурс. И вот этот Маулади Удугов несет непосредственную, прямую ответственность перед чеченским народом за все, что сделано с чеченским народом. И нас вот так вели в это все. И сейчас ведут. И мне приходится прилагать определенные усилия, и мне, и другим людям, чтобы как-то пробивать эту блокаду информационную. Вот как над нами было все. К большому сожалению, мы тоже виноваты. Восстановление Конституции, да, это тоже было. Так, может, Березовский во всем виноват? Он ведь масло в огонь подливал. Нет, Березовский был всего лишь инструментом у ФСБ. Это был марионетка ФСБ, понимаете, которого допустили до высоких кабинетов. Его использовали. Использовали потому, что чеченцы очень хорошо относятся к евреям, по большому счету. Понимаете, и этим пользовались. Потому что у нас особые отношения были с евреями, нашими грозненскими евреями. И ничего плохого от евреев мы никогда не получали. И использовали, да, не только евреев, и других использовали, и дагестанцев использовали, которым мы тоже доверяли, тоже у нас много общего с дагестанцами, и истории, и войны, и все остальное. И дагестанцев использовали, многих использовали, но они не были коммуникаторами или создателями идей, принятием решений, они не были. Они были инструментом, они реализовывали идеи, которые принимались на Лубянке, в Кремле. Вот что делал Березовский. Да, и такое есть. А все вот свалить там на одного Березовского не получится. Нет. Хотя, конечно же, это тоже такой матерый мерзавец, который в очень хороших отношениях с чеченцами был, еще до войны, еще когда там передел собственности в Москве шел. Очень он умел с чеченцами язык находить, дружил с чеченцами, но оказался не очень порядочным. Березовский так-то на ЦРУ работал. Ну, некоторые говорят, на Ми-6 работал. Ты говоришь, на ЦРУ. Ну, почему-то он во всех кабинетах
Кремля ошивался. Германию надо было после 45 года сделать нейтральной, как Австрия, может быть, там гибне была бы. Даже Сталин поддерживал эту идею. Так, салам маршал маршал не болчарик. Маршал Иль. Если Березовский работал на ФСБ, то не укрывался бы в Британии. Но, знаешь, можно навороваться, совершить много преступлений, а потом выехать в Европу. Знаешь, есть такие понятия, есть такое понятие двойной агент, тройной агент. Ты и там, и там, и там, и там работаешь. И везде ты пытаешься там извлечь себе финансовую выгоду. И из-за того, что ты такой аморальный, и тебя интересуют только деньги, все спецслужбы тобой пользуются. Они тебе не доверяют, они просто пользуются твоим ресурсом, который у тебя есть, который ты можешь им предложить. Березовский, внедряясь чеченцам, предлагал, я думаю, и англичанам, и другим услуги. А потом, когда у него начались проблемы уже с Россией, он просто перебрался туда. И я не знаю, погиб он или нет. Я вообще не верю, что он погиб. Понимаешь, я не верю, что он погиб. Абсолютно, я не верю. Я думаю, его взяли по программу защиты свидетелей, он дал показания на там, ФСБ, на Путина, на кого там ему надо было. И после того, как он 800, по-моему, миллионов фунтов отсудил у своего бывшего компаньона, у его жены, по-моему, так это было, и вот около миллиарда, он резко якобы повесился. Я в это не верю. Гроб, где его хоронили, был закрытый, как говорят. Считаете ли вы чеченцев, которые остались в Казахстане, кадыровцами? Нет, конечно. Как я могу считать людей, которые живут в Казахстане, кадыровцы? Там есть, наверное, кто за эту власть ратует, за пророссийскую, и хочет себе какую-то выгоду извлечь. И есть такие, я знаю. Но, конечно, нет. Конечно, нет. Так, что у нас по времени? Друзья, спасибо всем за подарки. Дудаев был правый, доктор, абсолютно. Дудаев оказался нашим провидцем. Так, тоже хорошая новость. СБУ задержала в Киеве белорусскую шпионку, которая пыталась интегрироваться в ГУР Министерства обороны Украины. Вот Буданов ушел, начали задерживать людей. Да. Но белорусская она или русская, тоже интересно.
Маш, Дерisa, Маш, Лоль, Шаране. Маш, Оль. Короче говоря, тоже вам новость еще одна. МВД фашистской России срочно начинает набирать новых головорезов в свои банды. Видимо, ситуация уже требует, не хватает, говорит им, 170 тысяч головорезов. И они будут еще деньги выделять и так далее. Так что все нормально, да. Все нормально, падают, да. Hemen DRS koymuşlar yani. DRS var. Такс. Что-то... Да, не говорите. Глобальное потепление будет, глобальное. Сейчас такие морозы. Если бы Россия была размером с Беларусь, она бы не представляла бы никакой угрозы, никакой опасности прекратить бы все теракты, все эти угрозы, шантажи. Ну вот, а нужно ли это, что прекращалось? Тут не поймешь, кому что здесь нужно в этом мире. Это, вот я сейчас смотрю видео, киберпанк, это не будущее, это уже здесь. Украинский наземный беспилотник, вооруженный пулеметом, захватил 3 российских оккупантов. Вот сегодня АИД Украина передает УК. Представьте себе, это кто-то окровавленный из них в белых маскалатах. Это не ИИ, я так думаю. Сверху летают дроны, рядом стоит наземный тоже беспилотник. Направил на них пулемет, и они снимают бронежилеты, 3 человека сдаются. Это самый умный поступок, который они сделали с момента, как подписали контракт и пошли воевать. Молодцы, так держать. Слава Украине!
Так, друзья, на этом я свой стрим закончу. Мы уже 1,5 часа в эфире, как говорится. Всему хорошему рано или поздно приходит конец. Завтра я постараюсь тоже выйти в эфир. Все как обычно. Все будет Ичкерия, ночек амдинду Ичкерия Юлшу. Адикюэль Маш Ойл. Всего хорошего, друзья. До свидания.